Телерадиокомпания «Витебск». Полоцкий районный исполнительный комитет представляют документальный тележурнал «Полоцк, где починается краина». Полацк – калыска беларускай дзяржаўнасці. Под таким дэвізам горад-летапісец адзначыў свой 1157 дзень нараджэння. Святочны настрой тут панаваў 3 дні. Цэнтральныя вуліцы сталі пешаходнымі, у парках і скверах чыталі вершы, тут ладзіліся канцэрты і фестывалі. Ноу-хау 2019 фэст калектываў раённага цэнтра культуры. У праграме не толькі творчасць, а і старадаўнія кулінарныя рэцэпты. Госці з пасёлка ў фармаце лялечнай анімацыі дзяліліся арыгінальнымі інструкцыямі прыгатавання аўтэнтычных страў, якія вырашылі адрадзіць на полацкай зямлі. Тут можна было даведацца, што елі нашы продкі штодзень і ў святы. Цыбрики по-богатырску. Необычная страва. Они, в общем-то, немножко приклеяются с клёцками. Также кузьминковские ломотики. Кузьминки – это праздник святых Кузьмы и Демьяна. И также там в рамках этого праздника происходит такой конкурс ловли курей. Так вот, ловили самую лучшую, вкусную, такую жирную курицу. И затем делали из этой курицы вкусные из муки ломотики. Отламываешь, когда кусочек, там вытекает вот эта вкусная куриная вот эта юшка такая вместе с мясом куриным. Очень вкусное блюдо. Ну и много других блюд. Заузерская селянка и другие. Сегодня на празднике мы презентуем лялечную батлейку, где каждый из жителей может узнать рецепт этих блюд. И также будут представлены рецепты самих блюд. То есть в бумажном виде их можно будет взять с собой и дома приготовить такое блюдо. Святочныя гулянні ў Полацку працягваліся з самай раніцы да позняй ночы. На цэнтральнай плошчы канцэрт за канцэртам. У глядзельнай зале сотні людзей, месцічы турысты і госці з гарадоў пабрацімаў. На сцэне вядомыя беларускія выканаўцы і калектывы з замежжа. Музыка не змаўкае цэлы дзень, а гасцінныя палачане сустракаюць артыстаў авацыямі. Коллективы как наши полоцкие, так и приглашенные гости с областей. Всего насчитывается более 10 коллективов. Присутствуют наши друзья из Литвы и из Латвии, которые тоже отмечают вместе с нами праздник и дарят свои концертные программы. Ну и, конечно же, весь город гуляет целых 3 дня. У нас различные мероприятия по всему городу весь день, поэтому в любой уголок, куда не зайдешь, везде праздник, везде люди радуются. У спісе ўдзельнікаў канцэртнай праграмы багатырскі дом культуры. Народны фальклор ад талентаў з глыбінкі палачане прымаюць на ўра. Сёння ансамбль «Галасы спадчыны» – гэта 45 творчых людзей, дзякуючы працы якіх калектыў атрымаў статус нематэрыяльнай культурнай каштоўнасці Беларусі. Песни, танцы, обряды, праздники разные. Ну, все, что наши прадеды, прабабушки, прадедушки нам передали, мы это все по крупиночкам собираем, храним и доносим до нашей молодежи. У нас есть еще последователи нашей молодежный фольклорный коллектив и детский образцовый, поэтому мы с удовольствием от самых маленьких до взрослых занимаемся фольклором. Тых, хто аддае перавагу крэатыўным праектам, у цэнтры Полацка чакаў перформанс пад адкрытым небам. Мясцовыя школьнікі і педагогі прадставілі адукацыйны інструмент пад назвай «Стужка часу». Тут можна было прасачыць усю хроніку гістарычных падзей, якія адбываліся ў горадзе-летапісцы з дня яго заснавання. Падарожжа ў мінулае спадабалася ўсім. Я просто восхищен. Это просто здорово, это праздник, это очень здорово. И огромное спасибо здесь всем жителям, руководству города. Это просто чудесно. Мы не умеем делать плохо. Мы всегда стремимся вносить что-то новое, интересное в наш праздник города. Поэтому я с удовольствием хожу по улицам, вижу счастливые лица гостей и палачан. Вижу, что всем праздник нравится. Приезжайте к нам всегда на праздник, мы очень гостеприимны. У нас всегда очень хороший день городом.
в этот раз так все посвящено, лента времени. Вообще прекрасно, замечательно. Как стараются дети, как стараются учителя. Вот, замечательно. Просто огромный-огромный праздник. Полоцк всегда удивляет своей атмосферой, дружелюбием. Всегда достойно принимает гостей, гостеприимный очень город, где чтят исторические традиции. И нам очень приятно, что сегодня здесь много деток, которые смотрят и знакомятся с тем ремеслом, которое было характерно для наших предков. Наверное, еще со времен нашего первопечатника Франциска Скорины. Мы ожидали, что будет большое количество человек, но именно чтобы это было так интересно детям, которые приходят, они веселятся, здесь такая толпа находится. И действительно, я считаю, что праздник удался на 10 из 10. Падчас свята не абышлося і без узнагароджання лепшых. Званне ганаровы грамадзянін горада Полацка і знак за заслугі перад горадам у гэты дзень атрымалі лепшыя людзі, працоўныя калектывы, арганізацыі і установы Полацка і Полацкага района. У ліку лаўрэатаў дырэктар аўтобуснага парка нумар 2 Владимир Чарневич. Мы работали без срывов, вывозили пассажиров. В день мы там порядка 30 тысяч перевозим пассажиров, поэтому руководство города, жители города оценили нашу работу, нашего предприятия, и поэтому, конечно, эмоции переполняют, и очень приятно, что быть вот в числе передовиков, так сказать, лучших в городе. Фінальны акорд свята ўзнагароджання пераможцаў моладзевага форуму «Скарынаўскія дні» ў Полацку, які сабраў некалькі соцень удзельнікаў з розных краін. А на дэсерт вячэрняе шоу на цэнтральнай плошчы. 1157 дзень нараджэння горада прайшоў на ўра. На 3 сутак Полацк ператварыўся ў велізарны тэатр, а ўсе месцічы і госці горада сталі удзельнікамі грандыёзнага спектакля. Праблема была толькі адна – як усё ўбачыць і ўсюды паспець. Спасо-Преображенская церковь – единственный в полном объеме дошедший до наших дней памятник истории и культуры Полоцкой земли. Храм возведен в Ефросиньевом монастыре в XII веке. Степень его сохранности действительно уникальна. Изменения почти не коснулись кладки тех веков. Точно воссоздается подлинный внешний облик церкви, в настоящий момент искаженный поздними перестройками. При этом полностью избежал переделок первоначальный интерьер. Более того, сейчас с уверенностью можно сказать, что под несколькими слоями записей уцелел весь комплекс древней фресковой росписи. Своеобразие архитектуры и живописи Спасской церкви, которая не находит прямых аналогов в художественном наследии православного мира, было определено заказчицей преподобной Ефросиньей Полоцкой. Зодчему Иоанну понадобилось всего лишь 30 недель, чтобы возвести будущий памятник. Храм Преображенский, который построила преподобная, в котором молилась преподобная, чтобы молитвы Господь услышал всех, кто будет возносить в этом храме молитвы. И Господь, чтобы услышал и принял их. И Он сохранился до наших дней заступлением и молитвами матери преподобной Ефросинии. И Господь сохранил во свидетельство ее святости нетленными ее мощи, которые ежедневно, можно сказать, ежеминутно творят великие чудеса, исцеления. Сейчас Спасо-Преображенский храм открыт только для туристов. Летом здесь еще работают и специалисты Российского государственного Эрмитажа. Помощь оказывают и волонтеры, и студенты Могилевского и Полоцкого университетов. Храм перестраивался несколько раз, но более масштабно в XVIII веке. Когда ученые докопались до камней, с которых начиналось строительство святыни, то увидели, церковь была на 40% больше, чем изначально. Имела она также другой архитектурный облик. Найдены 3 отдельные галереи и подземелья. На стенах самого храма нашли около 10 тысяч фрагментов фресок разных периодов. Аналогов этим фрескам нет в мире. И фрески были написаны конкретно под руководством преподобной Ефросинии по самым высочайшим технологиям того времени. И также храм был построен по самым высочайшим технологиям того времени, именно византийским стилем.
Также обнаружены письменные автографы, но снизу храма они повреждены из-за влаги и соли, поэтому сохранности храма уделяется большое внимание. Так, в сентябре Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении из фонда президента по поддержке культуры и искусства денежных средств на обновление и сохранение 6 знаковых культурных объектов страны, в том числе и реставрацию отслоенной живописи 18-19 столетия Спасо-Преображенской церкви. Сердечно благодарим, конечно, Александра Григорьевича и Наталью Ивановну за участие в сохранении наших святынь, воссоздании наших святынь. Благодаря Александру Григорьевичу воссоздан крест преподобной Ефросинии. Благодаря Александру Григорьевичу воссоздана рака преподобной Ефросинии. Наталья Ивановна очень много участвует в реставрации Преображенского храма. Церковь Ефросиньего монастыря, чья оригинальность и незаурядность, несомненно, свидетельствуют о ее принадлежности к своеобразной художественной среде, наряду с Софийским собором XI века, является выдающимся памятником, напоминающим о высоком расцвете культуры Полоцкой земли в середине второй половины XII века и прославляющей ее создательницу, преподобную Ефросинию. Татьяна Валентиновна Чепелова, учитель начальных классов средней школы номер 6 города Полоцка. Самое главное, чтобы они увидели во мне не учителя, а верного друга. А вот вам доводилось когда-нибудь видеть ребенка, который впервые переступает порог школы? Я думаю, не каждый это видел. И это значит, что вы очень много упустили. Почему? Потому что это замирание сердца, как у учителя, так и у ребенка. Это широко открытые глаза, которые смотрят на тебя с надеждой и верой в то, что ты для них станешь второй мамой, верным другом прежде всего. Татьяна Валентиновна – преданный своему делу педагог, талантливый, чуткий, с искренним интересом к каждому малышу. В основу своего дела ставит не что иное – любовь. Здесь ребятам нужно помогать, нужно быть второй мамой. Но опять-таки я не боюсь, я уверена, я справляюсь и буду справляться в будущем. Татьяна Валентиновна не просто учит своих малышей, она их заботливо растит, вкладывая в детей не только необходимые знания, но и жизненные основы, которые помогут им стать хорошими людьми. Я думаю, полоцкие дети имеют свою особенность. Какой, спросите вы? Я думаю, каждый из них, безусловно, каждый из них гордится за свой город, за то, что они живут в этом городе. И мне кажется, вот дети Полоцка, полочане наши, они имеют вот какое-то такое огромное чувство понимания. Они понимают учителя, они понимают других людей. Ведь когда я пришла на первый урок, было очень тяжело. Мы понимаем, что такое первый класс. Это детки, которые пришли буквально со всех садов. Они порой и не слышат себя. Но эти дети, они меня слышали. Они меня услышали на первом уроке. И когда я первый раз сказала: дети, тише, вы меня не слышите, после этого, поверьте, ни одного замечания не прозвучало. Дети меня слышали. Татьяна Валентиновна не стесняется сама учиться у своих ребят. Искренности, непосредственности, чуткости. Она в постоянном поиске в своей педагогической деятельности. Она всегда рядом со своими детьми. Вместе работают, вместе отдыхают, давая этим друг другу новый стимул для роста. Я горжусь тем, что я работаю в начальной школе, и я горжусь тем, что я, скажем так, ращу будущих полочан, настоящих полочан. Наш город Полоцк, скажем так, он небольшой, но он уютный и очень-очень красивый. Я очень люблю гулять по улицам города, по паркам города. Еще очень люблю путешествовать, открывать для себя что-то новое, но всегда с большим нетерпением ожидаю встречи с любимым городом. Ученики Татьяны Валентиновны – неоднократные победители школьных олимпиад, творческих конкурсов. Такие малыши, а уже пытаются исследовать историю родного города и через прошлое к настоящему учатся у своей первой учительницы главному – любить людей, красоту, родину и место, где родились.
Я пожелаю своему любимому городу процветания, чтобы наш город славился в веках. А своим детям я пожелаю, чтобы они выросли настоящими людьми, чтобы не только я ими гордилась, но и наш город ими гордился тоже. Полацк, где починаецца краіна. Документальный тележурнал. Телерадиокомпания «Витебск» по заказу Полоцкого районного исполнительного комитета.